Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о главном. Преемственность поколений. Это другие, это особые люди. Это на самом деле гордость нашей страны, нашей республики. В зоне спецоперации наряду с молодыми солдатами боевые задачи успешно выполняют ветераны афганской войны. Мы, конечно, уже в возрасте, понятно. Любая сила пригодится. Серьезное испытание для горожан. В связи с погодными условиями увеличился травматизм. Ежедневно в травмпункты попадают десятки пострадавших от гололеда. Можно ли обезопасить себя? Руки, чтобы согнутые были. Вот вы упали здесь и голову как бы держите, чтобы головой не удариться. Большие суммы в квитанциях при едва теплых батареях. Она вообще как будто не включенная даже, да. Почему, несмотря на теплую зиму, платить приходится по полной? Совет дома, который должен работать вместе с управляющей компанией, должны организовывать вот эту вот всю работу по контролю за правильностью начислений. Больше не обязательный. С 1 марта у нас будет отсутствовать вообще данный документ для постановки или перерегистрации транспортного средства на учет. Полис ОСАГО намерены исключить из списка обязательных при регистрации авто. Плюсы и минусы инициативы. Сделать процедуру регистрации более гибкой, экономичной и удобной для наших граждан. Первые в Приволжском федеральном округе и вторые в стране. По количеству установленных быстрых электрозарядных станций Башкортостан в 2024 занял лидирующие позиции. В этом году эта работа продолжится. А еще в 2025 почти 100 сел и деревень подключат к интернету. И речь идет не о Wi-Fi точке доступа, а о полноценных базовых станциях. На этой неделе в правительстве республики обсудили развитие инфраструктуры региона, где также рассказали о планах по догазификации населенных пунктов. Обо всем подробно расскажет Руслан Путаргариев. Газ у них был и раньше, но только в баллонах и для приготовления пищи. Теперь голубое топливо они используют и для прогрева жилища. Это не только удобно, но и по сравнению с электричеством экономически выгодно, говорит Миляуша Алибаева. За электроэнергию в прошлом году, вот самое холодное время, вот январь, мы заплатили 19 тысяч чем-то. А вот, и зима в этом году, конечно, теплая, но больше 3000 квитанций еще не приходило. А еще Алибаевы в рамках республиканской программы «Как многодетная семья» получили сертификат в размере 100 тысяч рублей. Эти средства как раз покрыли часть расходов по проведению голубого топлива в их дом. Если говорить в целом об Аймакском районе, по программе газификации и догазификации в прошлом году ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод Ургаза-Янгазина и Шмухаметова. Благодаря этому к голубому топливу подключили 3 деревни. В первую очередь хотим поблагодарить наш «Газпром», Радия Фаритовича. Благодаря ему, его поддержке в Баймаке делаются многие нужные благие дела. В том году у нас газ пришел на территории 3 сельских поселений. Это Кульчевское сельское поселение, Ижвердинское сельское поселение и Белоловское сельское поселение. Этот вопрос глава республики держит под личным контролем. То, как продвигается газификация в регионе, на этой неделе обсудили на оперативном совещании правительства Башкортостана. Говорили о программе по выдаче сертификатов льготным категориям граждан, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, многодетным. Также подняли вопрос газификации домов, расположенных в садовых товариществах. У нас получается 15 тысяч домовладений в СНТ потенциал. Пока мы ведем речь около 1000. То есть здесь есть определенный потенциал. Потом этот потенциал приводит к тому, что они регистрируют свои объекты капитального строительства. Это и налоговая база увеличивается, и в целом наши показатели. В этом году у нас запланировано продолжение строительства межпоселковых, внутрипоселковых газопроводов. 66 населенных пунктов мы уже подключили. На этот год планируем подключить еще 30 населенных пунктов. Не только тепло в дома сельчан, но и высокоскоростной интернет. Раньше жители Мала-Арслангулова Хайбулинского района созванивались с детьми по расписанию. Нужно было выезжать в поисках лучшей точки для связи. Теперь люди в курсе всех событий в режиме 24/7. Общаемся с детьми, внучками, внуками.
родными, поздравляем друг друга. В разных группах сидим, общаемся хорошо. Нам нравится. Работать никогда не. А вот в 2021-м было не до шуток, когда нагрянули лесные пожары. Тогда без связи пришлось туго. Сельчане обратились к главе республики Башкортостан Радию Хабирову, и он услышал. Связь появилась позже. Благодаря сплоченности населения и сбору подписей в деревне реализовали проект по программе устранения цифрового неравенства. Мы очень рады, что у нас появилась сотовая связь. Интернет у нас в Колпе есть. Мы пользуемся ими, госуслугами пользуемся. Во всей деревне у каждого есть госуслуги. Пользуются с удовольствием, записываются на медицинские учреждения. Глава региона Ради Хабиров ставит задачу провести интернет в каждый дом к 2030 году. Устойчивой связью планирует обеспечить все села численностью от 100 до 1000 человек. Если раньше в населенных пунктах у нас устанавливали Wi-Fi точку доступа общественную и таксофон, то с 2022 года в населенных пунктах ставится полноценная базовая станция, которая позволяет как голосовое общение проводить, так и мобильный интернет стандарта LTE 4G. Все это полноценный интернет, ровно такой же, как в городах. Вместо литров здесь киловатты. По заправочному рукаву бежит не жидкое топливо, а электричество. Быстрые станции позволяют в кратчайшее время зарядить автомобиль. Речь, конечно, не идет о 5 минутах, как на обычной бензоправке, но за полчаса вполне можно набрать необходимый объем заряда. Дома у меня есть медленная зарядка, но она за всю ночь он зарядится там процентов на 60, так скажем. Ну, этого хватает, в принципе, если я дома ставлю. А быстрая поставлю на зарядку, сколько я там хожу, минут 20. Ну, прихожу, он зарядился процентов на 30. Такие быстрые электрозаправки мощностью 150 кВт-час активно начали внедрять в республике в прошлом году. За 2024 в Башкортостане установили 70 подобных станций, 38 из них в Уфе. Этой активности способствовала во многом федеральная программа по развитию электрозарядной инфраструктуры. Инвестор, участвующий в проекте, получает солидную субсидию. То есть инвестор построил электрозаправочную точку. Это порядка 4-5 миллионов рублей. И до 60% затрат мы субсидируем. Субсидируем саму электрозарядную станцию, то есть сам комплекс, и технологическое присоединение. Если говорить в целом по России, мы по прошлому году на 2-м месте по привлеченным средствам. То есть на 70 электрозарядных станций это порядка 136 миллионов рублей. Для владельцев электромобилей дополнительные места для зарядки своих авто, для инвесторов субсидии от государства. В плюсе и промышленность региона, учитывая, что один из 8 производителей быстрых электрозарядных станций, участвующих в федеральном проекте, базируется в Уфе. В этом году в Башкортостане планируют установить еще 50 подобных пунктов зарядки электромобилей. Руслан Батыргареев, Ренат Кашапов, Артур Ханов и Азат Ишбулатов. Итоги недели. В Уфимском университете науки и технологий откроется кафедра ЮНЕСКО. В Париже одобрили заявку, и уже скоро в ВУЗе будут готовить специалистов международного уровня по геопаркам. Об этом сообщил Ради Хабиров. Заявку на открытие кафедры поддержали ведущие профильные организации из 12 стран. В их числе Китай, Вьетнам, ЮАР, Узбекистан. Важно, что вместе с преподавателями в УНИТ будут работать крупные специалисты из международного сообщества. Кроме подготовки кадров, кафедра будет заниматься исследованиями в области сохранения геологического и биологического разнообразия, устойчивого туризма и сохранения этнокультурной идентичности. Выполнили свой долг до конца, но когда было нужно, вновь встали на защиту интересов Родины. В стране отметили 36 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Несмотря на возраст, уже седовласые ветераны-интернационалисты пошли добровольцами на СВО. О службе и дружбе репортаж нашего военного корреспондента Азат Садреева. Такие общие встречи получаются нечасто. Воины-интернационалисты хоть и служат в одном мотострелковом полку, но в разных подразделениях. В честь памятной даты решили собраться вместе. На столе мед собственной домашней пасеки и чай из башкирских трав. За душевным разговором вспоминают день вывода войск из Афганистана, словно это было вчера. Но сегодня перед ними стоят уже другие задачи. Как начался там этот полк, создавали Башкортостан. Я, конечно, у старшего там, у одного брата разрешение просил. Он говорит, нет, не поешь, нет, не поешь.
Говорит, не поешь, и потом уже к матери поехал. Я говорю, я поеду. Мать говорит, одну войну, говорит, я прождала. И сейчас, говорит, в феврале месяце, говорит, у тебя уже эти глаза, говорит, блестели, что ты уже собрался. Я, говорит, знала. Но в начале июня я уже поехал. Решение отправиться на СВО ветеран боевых действий в Афганистане. Механик-водитель БТР группы «Прикрытие» принял после того, как несколько раз сопровождал молодых добровольцев на боевое слаживание. В середине 80-х он был такого же возраста. Вот на фотографии он слева. Уже на Донбассе встретил своих боевых братьев. Ну, я когда узнал, что вот рядом с Баграмом буду, я был счастлив. Думал, все свои. Когда свои рядом, друг друга не бросают. В любом случае, помогут всегда. Легче уже, да? Ну, конечно, ты знаешь, когда бача рядом, оно само собой. Салам. Бача. Вот мы и встретились с тобой. В зоне боевых действий даже старенькая гитара звучит по-особому. В репертуаре у ветеранов нет современных песен, но каждая несет особый смысл, который порой понятен только тем, кто прошел Афган. Им пришлось рано повзрослеть, узнать боль от потерь товарищей. Но если придется, они снова готовы рискнуть жизнью ради спасения своих новых братьев. Понимаете, родину защищать надо на любых рубежах. Как говорится, тут вопросов даже не должно быть. У настоящего, будем так говорить, патриота. Чем можем, как бы. Мы, конечно, уже в возрасте, понятно, но любая сила пригодится. Несмотря на возраст, ветераны боевых действий в Афганистане смотрят как на равных на своих молодых однополчан. Никогда не откажут в помощи или совете, которые уже не раз спасали жизни. Это люди, которые... Они не просто передают какой-то боевой опыт, да? Они создают какое-то ядро вокруг себя. И вот вокруг них, когда ребята помоложе узнают, что это афганцы, они прям с таким удивлением смотрят, что они и сегодня здесь в строю. И, конечно, они сплачивают вот этот воинский коллектив. Это особая атмосфера, конечно. Это особые люди. Те, которые прошли Афган и другие там какие-то компании, это другие, это особые люди. Это на самом деле гордость нашей страны, нашей республики. Специальная военная операция кардинально отличается от войны в Афганистане. Боевые действия стали технологичнее, на передовой порой роботов и дронов больше, чем людей. Но в любом конфликте у всех была и остается одна задача, говорят бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» – победить и вернуться домой к своим родным. Достичь этой цели можно только сообща. Азат Садреев, Айнур Кабиров, Иван Шабрин. Итоги недели. Луганская Народная Республика. Скользкие улицы – серьезное испытание для горожан. Из-за теплой зимы и переменчивой температуры тротуары буквально превратились в каток. Ежедневно в травмпунктах десятки пострадавших от гололеда. И порой травмы очень серьезные. Коммунальщики, конечно, говорят, что перешли на усиленный режим работы. Вот только в это слабо верится. И это при том, что снегопадов-то толком и не было. Как обезопасить себя, расскажет Наиля Нуреева. Свой 25-й день рождения Карина встретит в инвалидной коляске. Привычный маршрут на работу для девушки обернулся серьезной травмой. Переходя дорогу на перекрестке, Уфимка подскользнулась, упала и, как в известном фильме, получила гипс. Я почти уже перешла дорогу и подскользнулась. Сразу поняла, что я сломала ногу. Мимо проходящие люди начали предлагать мне помощь. Мне помогли добраться до остановки, чтобы я там уже ждала скорую. У меня 3 перелома голени со смещением. В голень девушки установили 8 металлических пластин. Впереди еще несколько операций и длительная реабилитация. Всего этого можно было избежать, если бы коммунальщики должным образом чистили улицы, уверена Карина. Пострадавшая написала заявление в прокуратуру и намерена обращаться в суд. Когда меня перетащили, минут через 20 приехал трактор. Там оттуда вышла женщина, и трактор убирал именно тот промежуток, где я упала. Она это все зафиксировала, сфотографировала, и они благополучно уехали. То есть не убрав даже до конца ничего. Они оставили снег на части, где ходят люди. Это лишь одна из историй. За январь только в травмпункт 21-й больницы в Уфе обратились почти 2000 человек. В отделении на Цюрюпы еще больше. В основном это горожане пенсионного возраста. Им сложнее всего ходить по скользким тротуарам. В связи с погодными условиями увеличился травматизм, такие как переломы, растяжения,
в меньшей степени уже ушиба. За февраль месяц на сегодняшний день более 1000 уже обращений. Больше подвержены возрастная категория пациентов 50+. Вот, у них характер травм уже связан с также возрастными особенностями, там уже чаще всего переломы. Повышенный травматизм и среди детей. Восьмиклассница Сафина Сайфуддинова упала по пути в школу. Итог – перелом руки. Я упала на руку, мне было очень больно. Лечение будет проходить 3 недели. Надеюсь, быстро восстановится и все будет в порядке. В детском травмпункте за осенне-зимний период зафиксировали на 1000 обращений больше, чем в прошлом году. А это порядка 2500 пострадавших. Если гололед на улице, это тоже является фактором получения травм. В этом году зима выдалась необычная, скажем так. То есть очень много детей поступает именно при падении, при гололеде. Руки, чтобы согнутые были, вот вы упали здесь и голову как бы держите, чтобы головой не удариться. Локти, колени, голова, поясница – те самые уязвимые места, при ударе которых можно получить серьезные травмы. Опасно падать и на кисти рук. Но все же минимизировать травмы при падении можно. Желательно сгруппироваться и упасть на бок, на плечо, на лопатку желательно. Если человек умеет группироваться, я думаю, это более безопасно будет. Ни в коем случае, я говорю, при падении не удариться головой. Нужно быть аккуратнее, сосредоточеннее, как бы это ни звучало, может где-то даже на полусогнутых ногах. Конечно, такие приемы требуют определенной сноровки и опыта. Обезопасить себя можно и правильно подобрав обувь. Вопреки стереотипам, рисунок протектора на подошве не влияет на скольжение. Устойчивость обеспечивает материал. Сегодня российские производители обуви отдают предпочтение термоэластопласту. В последние годы стала популярна и прошипованная обувь. Она называется антигололед. Шипы, они находятся в передней части обуви и задней. Его можно открыть и закрыть, если мне нужно. Основательно к выбору обуви подходит и участковая медсестра Флорида Латыпова. Женщине 74 года, но она по-прежнему курирует своих маленьких пациентов, ежедневно проходя по несколько километров. Удобную обувь стараемся искать, чтобы и тепло было, и удобно было, и чтобы не скользило. Нынешняя зима выдалась теплой и почти без снега. Но, увы, и в таких условиях коммунальщикам не удалось справиться с работой по очистке улиц должным образом. Это признал и мэр Уфы во время своей пресс-конференции. При том, что реагентов на складах достаточно. Сами коммунальщики в свое оправдание говорят, протяженность тротуаров Уфы более 800 километров, дорог почти 2000. Вот, видимо, и не поспевают. Работа ведется в ежедневном режиме, в круглосуточном режиме. То есть основная задача – это как раз-таки обработать тротуары на красных линиях. Это основные подходы к остановочным площадкам. Очень большое количество припаркованных машин. Техника не может подъехать и забрать, так скажем, снег, осуществить погрузку. В связи с чем и, так скажем, с перепадами температуры этот же снег тает и образовывается наледь. Судя по прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидаются заморозки, а к концу месяца потепление, что приведет к образованию наледи на дорогах и тротуарах. И это как очередной этап проверки коммунальщиков на профпригодность. Неля Нуреева и Артур Хуснуддинов. Итоги недели. Уфа. К слову о переменчивости погоды. Последний день недели выдался снежным. На трассах вводились ограничения для движения. На Р-240 массовое ДТП вблизи села Новый Кальчир в Ургазинском районе. В аварию попали 14 автотранспортных средств. Пострадали 3 человека, в том числе 8-летний ребенок. На дороге работал подвижный пункт обогрева на базе КАМАЗ. МЧС предупреждает, что в понедельник также ожидается метель, снежные накаты и заносы. Порывы ветра до 20 метров в секунду. Жителям рекомендовано быть как можно аккуратнее. Теплая зима стала поводом для недопонимания между жителями и ресурсоснабжающими организациями. Люди жалуются на большие суммы в квитанциях при едва греющих батареях, а оплачивать отопление приходится как в разгар крещенских морозов. Как следствие, в уфимских офисах ресурсоснабжающих организаций выстроились очереди из возмущенных жителей. Алия Альтубаева встретилась с жильцами холодных квартир и выяснила подробности происходящего. Она вообще как будто не включенная даже, да.
Зато газовые конфорки работают в полную мощность. Теперь супруги Федоровы платят большие суммы не только за холодные радиаторы, но еще и за расход газа. Свежий воздух в двухкомнатной квартире семье обходится в 4000 рублей. Меня не устраивает такая сумма, потому что были года, там температура батареек намного побольше, мы такую же сумму почти платили. Босиком ходили дома, А сейчас в основном ходим, в шерстяных носках ходим. И такая ситуация во всем доме, жалуются жильцы. Где-то около 5000 было. В прошлом году, когда холодрыга была. А в этом году в январе теплее была погода, то все равно так же, больше 5000 мы оплачиваем ежемесячно. Поэтому, сколько вот можно терпеть, в конце концов? В 21 веке вот такое издевательство над людьми. Между тем, уфимские инженерные сети, которые отвечают за подачу тепла, в данном случае уверяют, в этом году счета, наоборот, должны быть меньше. Если сравнивать январь 2024 года и январь 2025 года, то отпуск тепла у нас в этом году меньше, и счета, соответственно, ниже в среднем на 7%. Нужно обратиться в управляющую компанию для того, чтобы провели регулировку внутридомовой системы, либо провели энергосберегающие мероприятия в доме. Температура холодно или жарко в квартире – это достаточно субъективно. То есть у каждого какие-то свои предпочтения. С похожей ситуацией столкнулись жители по всей столице и не только. В квартире пожарной части номер 95 поселка Чешмы пенсионер Николай Нагорный, по собственным словам, не живет, а выживает. Что такая батарея может нагреть? Тут вот рука тепленькая батарея. Что? Какое от нее тепло? Вот вторая батарея тоже есть. То же самое. Старший водитель и бригадир на пенсии греется в однокомнатной квартире индукционной плитой и обогревателем. Не спасают даже куртка и ковры. Аналогичная ситуация и у соседей. А по итогу больше 11 000 за отопление. Прям чувствуется вечером. Я же вкроюсь, нормально под утро дубак, вставать их неохота. Вот встану там возле дверей, стою, думаю, куда пойти? Может быть, друзьям уйти ночевать или еще куда. Бывает, у детей остаюсь ночевать. Одним из основных поставщиков тепла в квартиры жителей республики является Баш-РТС. Компании в этом году немало претензий со стороны жильцов. Мол, почему морозов не было, а цены в квитанциях высокие. В офисе пояснили, увеличивая сумму платежа за тепло, ресурсоснабжающая организация ориентируется на энергоэффективность дома и температуру за окном. Средняя температура в расчетном периоде январь была на 7 градусов холоднее предыдущего периода. Соответственно, для поддержания комфортных условий в домах потребовалось больше тепловой энергии, чем в декабре. По сей день в социальных сетях и мессенджерах идут бурные обсуждения. Ага, да, на 7 градусов холоднее. Самый теплый январь в истории, а платим, будто самый холодный, и топят не знай как. И дома все равно холодно, мистика не иначе. Наши деньги греют чужие карманы и только. За 69 квадратных метров 11 500? Уже несколько лет начисление стоимости услуг в квитанциях считают по факту потребляемого домом тепла. Гарантом выступают договорные отношения с поставщиком. Совету дома, квартирного дома, нужно обязательно вместе с управляющей организацией заключить договор от имени собственников жилья на количество поставляемого тепла. То есть желание ресурсников иногда затолкать больше и приписать и свои потери списать за счет собственников жилья, это очевидно. И поэтому здесь совет дома, который должен работать вместе с управляющей компанией, должны организовывать вот эту всю работу по контролю за правильностью начислений. В Башгидромедцентре констатируют, январь 2025 года был теплее нормы на 6 градусов и не намного холоднее декабря. Однако счета за отопление отражают совсем другую погоду. По словам экспертов, если собственники считают, что ресурсоснабжающие компании рассчитали платежку некорректно, то следует обратиться в прокуратуру. Алия Эльтубаева, Артур Шамсудинов, Артур Хуснуддинов. Итоги недели. А сейчас мы расскажем о развитии сердца башкирского Зауралья. За последние 5 лет экономика Абзелиловского района демонстрирует высокие показатели в области сельского хозяйства, предпринимательства и промышленности.
Появление крупнейшего в России завода по производству сухих строительных смесей «Цеммикс» – яркий пример создания якорного предприятия в муниципалитете, которое всячески помогает модернизации социальных объектов. Помимо инвесторов, район привлекателен и для туристов из разных уголков республики и страны. Тему продолжит Даниил Байков. Абзелиловский район – сердце башкирского Зауралья. Муниципалитет славится своими здравницами и базами отдыха. В санаторий Яктыкуль приезжают из разных уголков России и региона, чтобы отдохнуть, подышать свежим воздухом, да и просто поправить здоровье. Уфимец Айдар Мухамадиев вместе с супругой сюда для этого и приехал. Сейчас мужчина принимает сухую углекислую ванну, которая улучшает работу сердца. Приехал первый раз, мне здесь вообще очень нравится. По сравнению с другими санаториями, здесь более обширный курс. И большой плюс то, что я занимаюсь горнолыжным спортом, езжу на сноуборде. Мне очень удобно сочетать горнолыжное катание утром и лечение после обеда. Санаторий круглогодичный и рассчитан на 250 отдыхающих. Загрузка всегда полная. В здравнице ведется работа по ремонту номерного фонда с целью улучшения качества отдыха для гостей. Комплекс уникален тем, что здесь лечат людей с помощью сапропелевой грязи. Там находится единственная в республике лаборатория для получения радона. Радоновые ванны позволяют нам получить такой эффект, как противовоспалительный, обезболивающий, иммуномодулирующий эффект. Нашему санаторию более 60 лет и является как градообразующим для нашего Абзелиловского района. Якорным для района стало и первое масштабное промышленное предприятие «Цеммикс». Там производят белый цемент. Выпуск сухих строительных смесей полностью автоматизирован. Благодаря наличию рукавных фильтров и негативного влияния на окружающую среду завод не несет. В производство вложили более 9 миллиардов рублей. Создано 220 рабочих мест. Большинство трудящихся – местные жители. Абзелиловский район можно отнести и к промышленным районам. После открытия, появления на территории района отличного суперсовременного завода, об этом и цифры говорят. Мы по многим показателям, именно экономическим показателям, входим в число десятку лучших районов республики. А по некоторым показателям мы даже в тройке. Предприятие ежегодно пополняет бюджеты на всех уровнях. Деньги идут на строительство социальных объектов и ремонт дорог. Помогает завод и другим учреждениям. К примеру, школе села Янгельская. Завод спонсировал создание мультикабинета «Алга» для образовательной организации. Получается, там есть интеракционные доски. Мы всегда можем ими пользоваться, то есть это без проблем. Можем и заниматься к предстоящим экзаменам, узнавать что-нибудь новое. Спонсорская помощь нам выделяла наш завод «Цеммикс» в сумме 100 тысяч. Есть соглашение, и мы с ними тесно работаем. Наши выпускники возвращаются, там и работают. В районе огромное внимание уделяют и качеству жизни населения. По нацпроектам Васкарова сейчас активно строят детскую поликлинику на 150 посещений с переходом в центральную районную больницу, а также школу, совмещенную с детским садом. Объекты рассчитаны на 800 мест и планируют сдать уже этим летом. Не забыли, конечно, и о спортивной инфраструктуре. Преобразится здесь и сама территория. На этом месте появится стадион с беговой дорожкой, которую оборудуют резиновым покрытием. А еще футбольное поле открытого типа и баскетбольная площадка. Зимой ее, согласно проекту, можно использовать и для хоккейных игр. За последние 5 лет экономика Абзелиловского района демонстрирует высокие показатели в области сельского хозяйства и промышленности. Растет число предпринимателей и самозанятых. В прошлом году инвесторы вложили 3 миллиарда рублей. У муниципалитета выгодное местоположение. Рядом Магнитогорск и его градообразующее предприятие. Эксперты рекомендуют создавать крупные производства в области сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, выпуска строительных материалов, товаров народного потребления и не только. Нельзя строить мини-заводы
поскольку они убыточны изначально. То есть надо строить крупное производство, которое ориентировалось бы на Магнитогорск и так далее, и так далее. Вот я бы все-таки более глубоко все-таки посвятил бы туристическому бизнесу, потому что вот в этом смысле Абзелиловский район он уникальный. Они уже являются локомотивами экономики. Сейчас на территории района возводится 10 гостиниц. Среди других проектов – строительство второй очереди молочной фермы у села Давлетово, медоперерабатывающего комбината и комплекса по производству семян. Новые предприятия – это прежде всего рабочие места и дополнительные возможности для местных жителей, заинтересованных в достойном уровне оплаты труда. А еще возможность решить проблему оттока молодых кадров. Даниил Байков, Булат Садреев. Итоги недели. Для развития отдельно взятых муниципалитетов важно эффективно выстраивать и внешнеэкономическую деятельность. Яркий тому пример сотрудничества Башкортостана и Беларуси. Взаимные визиты, делегации республик, отражение геополитических трендов и, по сути, реализация государственных задач. Поездка башкирской делегации на прошлой неделе в Беларусь вновь прошла продуктивно. Стороны подписали новую дорожную карту, которой подкрепили дальнейшее взаимодействие. Результаты через призму экспертного мнения подведет Динара Тимасханова. Беларусь – главный внешнеэкономический партнер Башкортостана. Машиностроение, энергетика, легкая промышленность, сельское хозяйство, строительство, туризм и культура. Нет ни одной отрасли, в которой не нашли бы точки соприкосновения две республики. Во время последнего визита в союзное государство власти подписали новую дорожную карту до 2027 года. В ней 74 пункта по 8 направлениям. Дорожная карта действительно с Амкадором она оказалась чрезвычайно удачной. И с нашим трамвайно-троллейбусным заводом это было, как говорится, для нас всех открытие, которое нам как раз представил глава республики Ради Фаритович. Пищевка очень неплохо работает. У нас большой спрос на масло, на сыр. И это действительно уже давность. Далее стоит вопросы развития взаимоотношений с Минским автозаводом. То есть нам надо больше техники, намного лучше, чем китайская техника. Все это в совокупности развивает наш рынок, который приносит достаточно ощутимые доходы для нашего бюджета. Одно из принятых решений между сторонами – создание российско-белорусского инвестиционного кластера. Утвержден состав совместной рабочей группы, документы подписаны. Ключевые проекты – завод по производству сепараторов с инвестициями более 2 миллиардов рублей, расширение кооперации с МАЗом и создание нового предприятия с Уфимским троллейбусным заводом. Планируют построить производственно-сервисный центр «Амкадор-Уфа». Кластер не только усилит интеграцию, но и технологическую независимость России и Беларуси. Сам президент Республики Беларусь, государство, встретился с главой республики Радием Фаритовичем Хабировым. Так? И вот здесь важно то, что обсуждалось там, что успешно идет развитие на новом уровне, уже даже инвестиции совместные. Уже законодательство российское будет именно совершенствовать. Это одобрено, чтобы это обеспечить такое взаимодействие. Башкортостан успешно выстраивает новые модели взаимодействия с зарубежными партнерами. Взаимные визиты делают крепче стратегическое сотрудничество, открывая новые перспективы в экономике, промышленности, сельском хозяйстве и гуманитарной сфере. Внимание первых лиц страны к региону подтверждает братские узы и желание укреплять совместную работу. Отношения с Беларусью, в общем-то, уже достаточно длительное время одни из наиболее успешных. Мы можем вспомнить, например, о прохождении форума 1,5 года назад регионов России и Беларуси, который проходил в столице республики, в Уфе. И очевидно, что контакты между Республикой Беларусь и Республикой Башкортостан сейчас находятся на высокой фазе. Башкортостан и Беларусь будут наращивать товарооборот, в планах преодолеть отметку в 320 миллионов долларов, которые уже наработаны. Это амбициозные цифры, однако все договоренности, которые были достигнуты ранее, не остались на бумаге, а вылились в реальные объекты. Белорусские товары уже можно найти почти во всех полках магазинов нашего региона. Активно развивается программа «Башкирско-белорусское долголетие», благодаря которой более 3000 ветеранов из нашей республики уже посетили Республику Беларусь. Республики активно взаимодействуют в сфере культуры. В Минске прошли Дни Республики Башкортостан. И в самом нашем регионе проживает порядка 4000 белорусов, которые сохраняют свою культуру, язык и обычаи. Две республики-партнеры, которые дружат давно. Договор о торгово-экономическом сотрудничестве был подписан еще в 1999 году. И, как говорят эксперты, современное руководство Башкортостана не просто сохраняет преемственность, но и делает крепче заложенный фундамент.
Динара Таймасханова. Итоги недели. Полис ОСАГО больше не потребуется при регистрации автомобиля. Депутаты Госсобрания Республики рассмотрят внесение изменений в Кодекс Республики о безопасности дорожного движения. Таким образом, планируется упростить саму процедуру для автовладельцев. Документ больше не будет обязательным с 1 марта в стране. Соответствующие изменения ранее подписал Владимир Путин. Однако это не означает, что теперь можно будет выезжать на дороге без страховки. Подробности расскажет Эмиль Басареев. В регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД пусто никогда не бывает. Кто-то сдает экзамены на права, а кто-то их уже получает. И немало тех, кто регистрирует только что купленный автомобиль. В руках кипа документов, однако в скором времени она станет легче. Полис ОСАГО уже больше не будет обязательным. Мнения у автовладельцев разные. В какой-то степени будет какой-то плюс. Номера получил, и потом уже можно сделать страховку. Мне кажется, ненужная процедура. То есть страховать машину надо, и при регистрации полис должен быть, чтобы владелец обязательно страховал машину. Купил я автомобиль, под реставрацию. Кузов практически готов, осталась техническая часть. То есть я спокойно могу приехать на эвакуаторе, зарегистрировать автомобиль, и после того, как я техническую часть завершу с автомобилем, спокойно могу застраховать автомобиль и эксплуатировать по городу. Это очень хорошая инициатива, так как очень много автомобилистов автомобили регистрируют для ремонта, для обслуживания. 20 февраля в Госсобрании Республики рассмотрят вопрос об исключении полиса ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто. Приобретение автомобиля не всегда предполагает незамедлительное начало его эксплуатации. Новый закон не повлияет на безопасность дорожного движения, но сделает процедуру регистрации более гибкой, экономичной и удобной для наших граждан. Мера, по мнению народных избранников, в первую очередь направлена на то, чтобы снизить финансовую нагрузку на автовладельцев. И законодатели, понимая это, вводят такую норму, чтобы не принуждать собственника автомобиля нести дополнительные ненужные траты. Но сразу возникает вопрос, что это может быть почвой для злоупотребления многих водителей, которые будут выезжать на дороги общего пользования, но в целях экономии не будут делать страховой полис. В госавтоинспекции уверены, что нововведение не принесет негативных последствий. Единственное, у нас были вопросы поддельных документов полисов ОСАГО. В основном, конечно, у нас молодые водители. Мы сами понимаем, почему. Это большой коэффициент, страховка дорогая. У молодых водителей отсутствуют страховые полюса. Наконец-то состоялась у вас долгожданная покупка. Вы приобрели автомобиль. Документы уже на руках от старого владельца. Значит, можно ехать регистрировать автомобиль на себя. И кто думает, что это можно сделать сразу же за рулем нового автомобиля, в корне ошибаются. Если вы без страховки выйдете на дороге общего пользования, то тогда становитесь нарушителем. Представители автостраховых компаний также уверены, что количество клиентов не будет снижаться. Тем более, что сейчас оформить полис ОСАГО можно даже онлайн. В скором времени ездить без полиса в надежде, что тебя не оштрафуют, вообще может стать бессмысленным. Сейчас обкатывается взимание этих штрафов через камеры, установленные для контроля скорости, прочих нарушений и так далее. С введением этой процедуры, собственно говоря, фиксация, если полис при регистрации, она теряет всяческий смысл. На самом деле мы это воспринимаем только как оптимизацию работы регистрирующих подразделений. По сути, сейчас региональный парламент приводит в соответствие законодательство с федеральными нормативами. С 1 марта полис ОСАГО больше не будет обязательным документом при регистрации машины по всей стране. К тому же в этом году уже действует мера наказания за повторную езду без страховки. Штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей. За первый раз сумма остается неизменной – 800 рублей. А если представить, что камеры каждый день будут фиксировать данное нарушение, то вряд ли найдется тот, кто захочет опустошать свой кошелек. Эмиль Басареев, Виктор Меренков, Артур Хуснудинов. Итоги недели. В Уфе завершился всероссийский фестиваль «Моя Россия. Музыкальное путешествие». Старт ему в башкирской столице дала художественный руководитель проекта, экс-мисс Вселенная Оксана Федорова. Она уже далеко не в первый раз приезжает в Уфу. Ранее здесь она снимала документальный фильм о Федоре Шаляпине.
В этот раз фестиваль также перекликается с выдающимся русским басом. Заслуженной артисткой Российской Федерации пообщалась моя коллега Анастасия Чебаева. Хотелось бы поговорить о том, почему Уфа в этом году стала первой в маршруте фестиваля «Моя Россия. Музыкальное путешествие». Мы стартовали фестиваль в прошлом году осенью при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Стартовали мы в Пскове, в городе, где я родилась, потом был Санкт-Петербург и Москва. А в этом году мы решили 13 февраля, день рождения Федора Ивановича Шаляпина. И, конечно, мы, когда планировали наш график поездок, мы понимали, что Уфа у нас будет именно в этот день, 13 февраля, мы поедем в Уфу. И почему мы в прошлом году не начали с Уфы? Потому что захотелось объединить вот эти два события, потому что Федор Иванович здесь именно в Уфе делал свои первые шаги в своей творческой деятельности. И, конечно, нам хотелось как-то это знаково обозначить, возложить цветы к памятнику, привести фестиваль и сделать демонстрацию фильма уже «Шаляпин. Петербург». И, конечно, вот дата, временной период определил наше пребывание здесь, в Уфе. У вас очень богатая биография и достаточно разносторонняя деятельность, если вот почитать и углубиться. Почему все-таки однажды в жизни у вас произошел такой разворот к академической музыке? Моя любовь к музыке, она возникла давно, еще в детстве. Я пела в школьном хоре, училась в школе музыкальной Римского-Корсакова в Пскове. Но не сложилось у меня в детстве. Я хотела связать свою жизнь с музыкой или со сценой, с творческой деятельностью. Я тогда еще не понимала, в каком ключе. Но вот так судьбе было угодно забросить меня в милицию. И потом уже, когда я уволилась из органов внутренних дел, все равно моя судьбоносная линия так или иначе подвигала меня к творческой деятельности. В предпандемийный период за год я как раз поступила в МГУ на факультет искусств на музыкальное отделение. В работе своего фонда соединила и любовь к детям, любовь к путешествиям, к музыке, и любовь к нашей стране. И вот как-то все сошлось так в одном нашем проекте. И мы уже стали целенаправленно делать наш проект и поддерживать, популяризировать наше музыкальное наследие, поддерживать детей талантливых, которые занимаются развитием в области классического искусства, тем, чем я, в принципе, мечтала заниматься в детстве. А можно сказать, что вот когда вы занимаетесь поддержкой юных талантов, вы, может быть, вспоминаете маленькую Оксану, которая в детстве собиралась заниматься? Да, иногда вспоминаю, иногда, безусловно, я понимаю, вспоминаю свои чувства, понимаю, как это сложно преодолеть себя, как это сложно выйти на сцену. Дети нуждаются в поддержке, но, может быть, у меня не сложилось, потому что я одна хотела, никто из семьи меня не поддержал. Мама была на работе в госпитале, в больнице. Дед у меня военный. И, конечно, они настояли на выборе этого пути. Я помню, еще в 2023 году вы приезжали с презентацией фильма Шаляпина о его уфимском периоде. И тогда в кинотеатре «Родина» вы пригласили из зала как раз юного таланта, нашего земляка Максима Беляева, которого, я надеюсь, мы еще встретим и увидим, и услышим на большой сцене. А вот с такими ребятами потом завязывается какая-то связь? Может, поддерживаете дальше, общаетесь? Конечно, мы отслеживаем судьбу наших детей. И после нашего конкурса я могу сказать, что судьба очень многих ребят, она изменилась в лучшую сторону. Они продолжали участие в уже телевизионных конкурсах. Максим Беляев, про которого вы сказали, да, я, когда представляла фильм, поскольку фильм у нас о музыкальном гении, вокальном, я говорю, есть ли вокалисты? И поднял только Максим. Много десятков было в аудитории людей, и вот он единственный поднял руку. Я говорю, выходи, спой что-нибудь. Но вот это мне не нужно было так, может быть, явно его исполнение, но вот именно вот этот момент преодоления, который он сделал, не
не побоявшись, он потом открывает для человека совершенно другое ощущение себя. И он говорит, я помню, да, было страшно, но я преодолел. И ему и открываются потом дальше двери. Человек, который захочет действительно будет проявлять инициативу, хочет двигаться в этом направлении, безусловно, это будет поддержка. И вот я говорю, приглашаю тебя принять участие в конкурсе. И он посмотрел, в какой категории, прислал работу, занял у нас он 3-е место. И я очень рада, что развивается регион, который готов участвовать. И спасибо Министерству культуры, которое всесторонне оказывает помощь нам в проекте. Оксана Геннадьевна, надеюсь, что еще не перевелись таланты на российской земле. Конечно, и, возможно, в будущем кто-то из этих одаренных детей, которые сейчас участвуют в вашем проекте, уже будут вспоминать. А вот когда-то мой первый дебют на большой сцене состоялся благодаря проекту Оксаны Федоровой. Оксана Геннадьевна, спасибо большое за беседу. Всегда очень рада видеть вас у нас в республике. Спасибо. Я тоже желаю всем ребятам, чтобы все их мечты осуществились. И, конечно, все, что зависит от нас, и будем посильно помогать. Спасибо. Спасибо. К 2030 году в Башкортостане должны систематически заниматься спортом 70% жителей региона. О задаче президента России в своих социальных сетях рассказал Ради Хабиров по итогам встречи с министром спорта страны Михаилом Дегтяревым. Глава республики подчеркнул, что для этого необходимо строить новые сооружения и развивать инфраструктуру. Сейчас в Башкортостане возводят 16 объектов. Все это помогает проводить самые разные соревнования. Яркий тому пример – завершившийся на неделе спартакиады среди глухих. Праздник собрал 800 участников из более чем 30 регионов страны. Почему это было невероятно красиво и захватывающе, узнаем из следующего сюжета. Ярко, зрелищно, масштабно в республике прошла первая всероссийская зимняя спартакиада спорта глухих «Мы вместе спорт». На 11 дней Башкортостан стал местом притяжения сильнейших российских атлетов с нарушением слуха. За это время здесь разыграли 38 комплектов медалей в 7 дисциплинах. Российские спартакиады пролетели как одно мгновение. И я думаю, короче говоря, этот праздник понравился всем. Особые слова благодарности, Ради Фаритович, хотел бы выразить вам и вашей команде за такой грандиозный праздник, за такое превосходно подготовленное и проведенное мероприятие. Вам, Дмитрий Васильевич, за организацию. Всего участие в турнире приняли более 800 атлетов с нарушением слуха из 32 регионов страны. Большую часть мероприятий провели на спортобъектах Уфы. Также были задействованы комплексы в Ишимбае и на территории Абзелиловского района. Мы некоторые соревнования раньше уровня не могли проводить, не было достаточно объектов. Сейчас, видите, мы с каждым разом увеличиваем количество инфраструктуры спортивной. Вот, дай бог, сейчас активно работаем над легкоатлетическим манежем. Это сложная задача будет, очень сложная. Борьба за бюджет будет, борьба за проект хороший, строить его сложно будет. Вот это наша задача. Вот для меня это вот такой KPI я себе поставил, в ближайшие несколько лет его построить. Башкортостан в тройке лидеров по числу спортобъектов в стране. Всего в регионе действует более 13 тысяч сооружений. Прямо сейчас идет работа над другими крупными объектами. В их числе реконструкция стадионов «Спартак» в Мелеузе и «Шахтер» в Кумертау. Кроме того, уже 3 года в республике реализуют программу капитального ремонта спортивной инфраструктуры. Всего на эти цели направили более 314 миллионов рублей и привели в порядок 30 объектов. Ранее стартовало строительство Центра прогресса бокса и Академии тенниса в парке Якутова. То есть у нас была закладка камня в 2024 году. Здесь на нашей территории спортивная школа Олимпийского резерва по теннису, где планируется сделать Центр развития бокса, Академию тенниса, где в Академии тенниса планируется 6 крытых кортов. То есть это для нас большое подспорье. Выбор Башкортостана как место проведения Всероссийской зимней спартакиады стал своеобразным признанием спортивных достижений большого вклада региона в развитие сурдоолимпийского движения в стране. Соревнования по керлингу провели в Ишимбае. Площадку для состязаний там помогали готовить специалисты из Сочи. Это как бы пропаганда, все равно как бы здорового образа жизни среди глухих, чтобы больше людей видели, что можно себя реализовать в этом обществе. В сноуборде участники спартакиады разыграли медали в 5 дисциплинах: в параллельном слалом-гиганте, в параллельном слаломе, биг-эйре и слоуп-стайле. Для сноуборд-кросса на базе Уфимской спортшколы специально подготовили трассу с препятствиями.
Я вместе с коллегами-операторами приехал в Башкортостан из Москвы как представитель федерации, чтобы освещать проведение спартакиады. Мы работаем на разных объектах. Они в Ишимбае и Абзелиловском районе, я в Уфе. Здесь мне комфортно находиться. Везде есть волонтеры и переводчики, которые помогают и готовы прийти на помощь. Я не ожидал, что в Уфе есть такие шикарные склоны, и погода тоже радует. Лыжники разыграли медали в гонках классическим и свободным стилем. Больше всего наград сборной Башкортостана принесли представители горнолыжного спорта. В хоккей победителями турнира стали гости из Новосибирской области. Команда Воронежской области завоевала первое место спартакиады по мужскому футзалу. Мужская сборная Башкортостана по шахматам стала третьей в командных соревнованиях. В общем зачете спартакиады победу одержала сборная Москвы. В этом году Башкортостан примет еще одни масштабные соревнования. В декабре состоится первая зимняя спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Юлия Паршина, Полина Затолокина, Элина Юлдашева. Итоги недели. Далее рубрика «Итогов недели между нами». Это авторский взгляд моего коллеги, журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние 7 дней. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Здравствуйте, с вами Руслан Шарафутдинов и рубрика «Между нами». Главная мировая новость недели, безусловно, личный разговор Путина и Трампа о судьбах мира. И он воспринят во всем мире как триумф Путина и России. Невозможное возможно, готовится личная встреча на высшем уровне и даже озвучено приглашение на парад Победы 9 мая. Старик Трамп на Красной площади в День Победы, а потом совместный осмотр выставки подбитой трофейной бронетехники на Поклонной горе. Это просто картина маслом. Честно говоря, главное, что интересует россиян – перспективы и условия урегулирования конфликта на Украине. Европа и сама Украина пока пребывают в шоке от самого факта и интонации личного общения Путина и Трампа. Потому что бандеровская Украина, как мы знаем, полностью сегодня зависит от Вашингтонского обкома. Мы воюем со всем блоком НАТО, и это не просто красивые слова. Если бы не поддержка Запада, ВСУ бы надолго не хватило. Львиная доля вооружения и амуниции, с которыми они вторглись в Курскую область, импортные. Интервентов обучают, вооружают и кормят за западный счет. Но за все в жизни надо платить. И если украинцы про это забыли, то Трамп им напомнил прямо и в лоб. И предъявил счет на $500 миллиардов за уже оказанную помощь и поставил на счетчик, заодно лишив даже вежливых намеков на суверенность и независимость. Кто девушку платит, тот ее и танцует. Потому что бесплатные западные кредиты и оружие бывают только в мышеловке, и она, похоже, захлопнулась. Ну ты заходи, если что. Не надо иллюзий. Быстрого решения, да еще и на наших условиях, не будет. Это долгий процесс, и боевая работа на фронте не остановится ни на день. Команды «отбой» не было. Потому что позиция на переговорах прямо отражает положение на поле боя. По-настоящему мы можем рассчитывать только на себя, свои силы, свою экономику и промышленность, армию и флот. Наша экономика, вопреки ожиданиям Запада, никуда не рухнула, а растет и набрала военные обороты. Армия учится на своих ошибках и закаляется в боях. И если у нас все это есть, тогда, как у Булгакова, никогда и ни у кого ничего не просите. Особенно у сильных мира сего. Сами придут и сами все дадут. Продолжаем. Как известно, все браки заключаются на небесах. Все дороги ведут в Рим, а важнейшие финансовые дела решаются в Москве. Нравится это кому-то или нет. На этой неделе именно в Москве состоялась очередная встреча Радия Хабирова ценой в $1 миллиард+. С министром спорта России Михаилом Дегтяревым они обсудили проекты строительства в Уфе манежа легкой атлетики и училища Олимпийского резерва. И чем нам в этом поможет федеральный бюджет. Так и превращаются большие планы в большие стройки. Между нами по спортивной оснащенности населения Башкортостан находится в первой тройке по стране, уступая только Москве и Московской области. За последние 5 лет спортивная карта республики изменилась до неузнаваемости. У нас появились достойные восхищения, уникальные спортивные объекты мирового уровня, причем со значительной долей федерального финансирования. Дегтярев мог убедиться в этом своими глазами дважды в прошлом году, когда приезжал в Уфу в рамках 450-летия и форума «Россия. Спортивная держава». Дворец борьбы,
комплекс гребного слалома, центры подготовки Риммы Баталовой и Ульфата Мустафина, центры фехтования и гимнастики, крытый футбольный манеж и многие другие. Современные спортивные центры появляются не только в Уфе, но и во всех городах и районах. В городе Октябрьском долгожданный Ледовый дворец, дворец спорта «Амфибия» в Нефтекамске. Как сказал президент Путин, про все это физкультурное великолепие Башкирии любо-дорого посмотреть. Такие масштабные проекты, как Дворец борьбы или Восточный выезд, безусловно, относятся к числу тех, что требуют личного участия главы региона, если вы хотите реального привлечения федеральных денег. И на данный момент главный лоббист региона в Москве и башкир с папочкой – это сам Ради Фаритович и есть. Кстати, о Дворце борьбы. На Медне он собрал 1000 молодых людей на студенческий фестиваль «Дома». Дискуссионные площадки, встречи, концерты. И все это в одном месте, чтобы и себя показать, и на ровесников посмотреть. Молодежь мечтает о признании, успехе и финансовой независимости. А Башкирия заинтересована, чтобы эти свои стремления молодые креативные кадры реализовывали дома. Теперь о маленьком чуде. Трасса Уфа-Белорецк дает полное понимание того, как нам повезло с природой, друзья. Когда едешь по этой дороге, красота по сторонам неописуемая, дух захватывает. Но есть большой минус. Все 2 часа горного серпантина вы без связи, кроме точки в Энзере. Если что, даже скорую не вызвать где-нибудь на знаменитом тещином языке. Застрять зимой на перевале – то еще испытание. И вот, наконец, отличная новость. Мы разрываем этот заколдованный круг мобильного молчания. На горном участке трассы Уфа-Белорецк появилась сотовая связь и интернет. Пока от Архангельского до Кулмасова, но это только первый этап реализации совместного проекта нашего правительства и МТС. До конца этого года базовые станции покроют связью все плечо от Энзера до Белорецка. Аллилуйя! 1000 людей, которые каждый день пользуются этой трассой или живут здесь, меня поймут. До свидания. С вами был Руслан Шарафутдинов. Да, и дорогие доморощенные суетологи, перестаньте вы искать черную кошку в темной комнате по каждому мелкому поводу. Угомонитесь, ее там нет, как и перспектив у вас. Вот теперь точно до свидания. Берегите себя и своих близких, все будет хорошо.